В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Свыше 320 тысяч квадратных метров жилья ввели за 5 месяцев в Якутии. Темпы строительства опережают прошлогодние показатели. Аэропорт Зырянки, закрытый из-за затопления взлетно-посадочной полосы в ходе прохождения ледохода на реке Колыме, планируют открыть до 10 июня. Расскажем подробности. Июнь – месяц цеха. В Калининграде якутяне уже отметили праздник белого изобилия. За 5 месяцев в республике ввели свыше 320 тысяч квадратных метров жилья, что на 1,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Как сообщает региональный Минстрой, рост отмечен в индивидуальном жилищном строительстве – 250 тысяч квадратных метров, что на 31% больше, чем за 5 месяцев прошлого года. Объем ввода многоквартирных домов составил 70,5 тысяч квадратов. В министерстве отмечают, ежегодный рост стал возможным благодаря мерам государственной поддержки. Тем временем почти 7 тысяч семей Якутии воспользовались субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также с начала текущего года 7512 многодетных воспользовались льготой в размере 30% на оплату ЖКУ. Это позволило сэкономить в общей сложности 120 миллионов рублей. Кроме того, за тот же период 5153 гражданина получили компенсацию расходов на уплату взноса за капремонт. Общая сумма составила 12,4 миллиона рублей. К другим темам. Аэропорт Зырянки, закрытый из-за затопления взлетно-посадочной полосы в ходе прохождения ледохода на реке Колыме, планируют открыть до 10 июня. Вынужденные ограничения касаются приема и отправки воздушных судов 3 и 4 класса. Для минимизации неудобств авиакомпания «Полярные авиалинии» планирует организовать стыковочные рейсы между Якутском и Зырянкой. Первый подобный назначен на 5 июня, следующий на 7. Фонд капитального ремонта совместно с Минжкх Республики проверили ход капитального ремонта в 2 МКД в Якутске. Так, в доме на улице Октябрьская производится замена коммуникационных сетей, а также устранение замечаний. В доме на Каландарашвили ведутся работы на фасаде, покраска, шпаклевка и замена пластиковых панелей. В этом году в Якутии капремонт запланирован в более чем 200 многоквартирных домах. Отмечу, с июня фонд запустил акцию «Прощенные дни», которая продлится весь месяц до 30 июня. В этот период пени за просроченные взносы учитываться не будут. Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям нашей республики, чтобы своевременно оплачивали за капитальный ремонт общего имущества МКД. Он действительно дает определенные эффекты. Но и при возникновении вопросов, связанных с работой подрядных организаций, непосредственно самого фонда капитального ремонта, можете обращаться в Министерство ЖКХ и энергетики, Управление Госрожжилнадзора для того, чтобы мы своевременно принимали меры реагирования в отношении тех или иных организаций, чтобы успешно реализовывать наши региональные программы. В селе Барагонцы у Салданского района начался второй этап асфальтирования улицы имени Ленина. На данном этапе, смешивая старый слой асфальта с песчано-щебеночной смесью и цементом, превращают в холодный реагент. За работу взялась компания «Общество с ограниченной ответственностью Су-77». На площадке работают 5 единиц специальной техники для укладки оснований и 4 техники для перевозки материала. На сегодняшний день прошли 600 метров с левой стороны улицы. Данная работа ведется благодаря софинансированию из Дорожного фонда республики. По контракту у нас общая сумма выходит 84 миллиона рублей. Из них 42 миллиона – это республиканский бюджет, 42 миллиона – местный бюджет. По контракту у нас срок выполнения работ до 2026 года, но в этом году до сентября месяца мы планируем закончить всю работу. В России продолжает действовать программа по обеспечению молодых семей жильем. Для того, чтобы получить денежную субсидию, необходимо быть гражданами России не старше 35 лет и состоять в браке. Выплату можно использовать для покупки квартиры или строительства жилого дома, оплаты первоначального взноса или погашения ипотеки. Такой мерой уже воспользовались и якутяне. За последние 5 лет сертификаты получили более 2000 семей. Когда нам позвонили, сказали, что наша очередь подошла, мы очень удивились и, конечно, в суматохе стали судорожно все документы собирать, все сдали и ждали, когда комиссия даст нам решение. Решение нам одобрили, сказали, что вот вы в список входите. Мы, конечно, очень обрадовались. Субсидия составила на наш состав семьи, и она покрыла вообще большую часть ипотеки. Это прям очень порадовало.
С открытием паромных переправ в Якутии продолжается отправка грузов и адресных посылок бойцам СВО. Координационным советом «Вместе к победе» совместно с общественными организациями и жителями республики к отправке подготовлено более 10 тонн груза и 7 единиц техники. Это 2 автомобиля высокой проходимости и грузоподъемности, 3 мотоцикла и 2 квадроцикла. Надо сказать, что все транспортные организации нам помогают при погрузке этой техники тяжеловесной. Также группа Народного фронта и общественные организации. Крупные волонтерские наши движения – это «Якутия с тобой», это «Боевые шелкопряды», добровольцы Якутии, внуки победителей. Ну и в целом надо сказать, что все хозяйствующие субъекты относятся с пониманием. Также хочу отметить, что паромы Якутии сегодня, скажем так, на низком старте, и безвозмездно эта техника будет переправляться на правый берег реки Лена. Сельскохозяйственники Усялданского района завершают посевную кампанию. Всего должно быть обработано 3974 гектара земли. Из них на 1199 посеют зерновые культуры и на 200 гектарах картофель. 2 из 3 хозяйств по зернозаготовке уже завершили посев. Помимо всего, 500 гектаров земли принадлежит к частному пару. На оставшей же части посеют кормовые культуры для крупного рогатого скота. Под посев кормовых культур у нас запланировано 1836 гектаров. Это больше прошлого года, показатель прошлого года на 336 гектаров. На сегодня посеяно 945 гектаров из этого количества. Остальная площадь будет посеяна по второму сроку, начиная с конца июня и заканчивая началом июля месяца. Ход подготовки к федеральному Сабантую проверил заместитель председателя правительства республики Сергей Местников. Совещание совместно с МЧС, полицией, министерствами и представителями общин прошло по 3 ключевым точкам: Комсомольской площади, стадиону Туймада, парку культуры и отдыха. На каждой из площадок будет развернута культурная, деловая и спортивная программы. Так Якутия, в свою очередь, представит культуру и традиции местных татар. Сейчас полным ходом идет подготовка и завершается строительство татарского подворья. Коллеги привезли 5 фур материалов, и буквально через несколько дней это подворье завершится. Посмотрели локацию наших основных презентационных площадок. Здесь будет представлена на территории Комсомольской площади очень интересная презентация якутской урасы, якутской культуры, культуры народов Республики Саха-Якутия. В Бердигистяхе 4 подруги вместе, поддерживая и помогая друг другу, работают в социальной службе уже более 30 лет. Они каждый день навещают пожилых и нуждающихся в помощи, готовят им еду, приносят продукты, убирают в домах, общаются и поднимают им настроение. Зимой чистят снег и заносят лед. Их сердечные отношения, внимание и доброжелательный характер очень важны для получателей социальных услуг. Хочется поздравить с наступающим Днем социального работника, всех наших ветеранов, всех наших работников и пожелать им успеха в работе, счастья в личной жизни. Пусть радость и счастье переполняют вашу жизнь. В актовом зале администрации Амгинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию службы по делам несовершеннолетних. Для каждого инспектора ПДН в приоритете безопасность и благополучие ребенка. Их задача – вовремя заметить тревожные сигналы, предотвратить правонарушения, разобраться в причинах, наставить на истинный путь нерадивых родителей. В торжественный день собрались ветераны ПДН, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие службы, и те, кто сейчас работает рука об руку со службой. Правильно сказали, что там 97-е, 96-е годы, там 2000-е годы, да, нелегко было. И вот когда сейчас вот смотрели вот книгу Амгинского улуса и сказали, что в 2003 году состояло у нас на учете 64 несовершеннолетних, да, и очень много семей состояло, ну, и потом уже идет снижение. Это, конечно, уже показывает, что наши инспектора ПДН действительно и все органы системы профилактики совместно работают. Это их итог работы, да? Июнь месяца цеха. В Калининграде наши земляки уже отметили праздник белого изобилия. Он прошел на днях, собрал в центре города более 1000 человек. О том, как прошел цех в самой западной точке страны, расскажет Айсена Бурнашова.
Обряд очищения и благословления Алгыз. По традиции, именно он открывает Исех. Алгызчит обращается к духам, просит у верхних божеств милости и благости. Праздник Белого изобилия проходит в Калининграде в 4-й раз, но впервые в центре города. Мне очень понравилось то, что калининградские якутяне и общественная организация «Земляки Саха» так чтят свои традиции. Сегодня даже, когда был обряд, действительно тучки расступились и вышло солнце. Исех посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества в России и году защитника Родины в Якутии. Памятные события для якутян и калининградцев. В 1945-м более 500 якутских воинов освобождали крепость Кёнигсберг. Представители мужественного народа, которые в годы Великой Отечественной войны сражались, не щадили себя, и которые сегодня ценой своей порой жизни защищают нашу с вами Отечество. Главное содержание праздника – единение и традиции. Мужчины соревновались в масс-рестлинге и вольной борьбе. Выбрали самый лучший наряд Исеха. Конкурс национальных костюмов собрал более 20 участников. Взрослых и детей. Холодая, жилеты, кафтаны, украшения – все сделано вручную. Важная часть – дефиле. Малышке Сандре всего 2 года, и она уже знает, как завладеть вниманием публики. Юная участница покорила зрителей, стала победительницей конкурса среди детей. Похлопаем! Среди взрослых победу одержали Карл и Марта Слепцовы. Мужчина даже сам рубашку сшил специально для конкурса. Кульминация праздника – танец Асохой. Кружили долго, не хотели расходиться. В этом году Исех посетило более 1000 человек. Многие обещали встретиться вновь через год. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Калининград. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей найдете на сайте як24.ру и в наших социальных сетях. До встречи.